всеми своими фибрами будем прославлять и благодарить.
глаза открываются, всякая беда сходит с наших глаз, наши сердца открываются во имя Иисуса Христа. Мы становимся способными видеть, что не может видеть обычный человек. Мы становимся способны принимать Твою любовь, Твою исцеляющую силу. Аллилуйя, Господь. Отец, мы благодарим Тебя, что сегодня мы предстоим вот так в простоте, Господь, любви и принятии перед Тобой, Господи. Ты принимаешь нас, Господь, каждого, какие такие, какие мы есть, Господи. Прости нас, Господи, за наши, Господь, может быть, неверие в каком-то месте, в какой-то сфере, Господи. Но Ты, Господь, укрепляешь и восполняешь нашу веру Духом Твоим Святым. И сейчас, Господь, мы открываемся Тебе, и пусть каждый сейчас молитвы откроется Богом и будет честным с Ним. Мы отдаем всякую проблему, всякую нашу несостоятельность в Твои руки, Отец Господь. И мы верим, Господь, ожидаем сегодня, что мы из этого места уйдем наполненными, исцеленными, Господи. И Ты будешь давать нам каждому слово к действию, слово рема, Господь, через уста Твоего проповедника. Господь, сегодня мы будем вкушать с Тобой вечерю, Господь. Мы будем обновлять завет крови Твоей. Через это питье, Господь. И хлеб Твой, Господи, который, тело Твое, которое было ломимо за нас, Господи. И когда мы будем принимать причастие, многие из нас будут исцелены, Господи, духовно, физически, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господи, спасибо Тебе за то, что Ты радеешь за нас, Господь, за то, что сегодня мы на втором этаже нашего здания, Господи, это Твоя забота, это Твоя любовь. Спасибо, Отец, за каждого человека, который способен принести дом Твой, свою частичку, Господь, времени, Господь, в виде финансового приношения. Мы благодарим Тебя за то, что в нашей церкви сегодня есть служители, Господи. Спасибо Тебе за это прославление, Господи. Ведь эти юные дарования, служители, они когда-то были маленькими, совсем детьми. Им было по 3-5 лет, когда они пришли здесь, Господь, в эту церковь. И сегодня они есть служители Твоего Царства, Господь. И это Твоя забота, Твоя любовь, Твоя надежда и Твое будущее. Спасибо, Господь. И каждый, который сегодня предстоит перед Тобой, дорог, Господь, Твоему сердцу. Ты имеешь, Господь, для нас, для каждого, свои обетования, свои планы, предназначения. Мы не просто так пришли в этот мир, Господь. Ты предопределил, Господь, нашу судьбу, и наша судьба в Твоих руках, Господь. И Ты Бог изобилия, избытка. Если мы будем стучаться к Тебе, если мы будем вопрошать Тебя, Ты будешь давать нам ответы, Господи, что делать, когда делать. И мы становимся, будем становиться способными различать сезоны, Господь, сроки и времена. Слава Тебе, Отец. И мы сегодня хотим, как церковь, сказать Тебе, Господи, мы хотим стремиться к зрелости, чтобы начать служить друг другу, Господь, начать служить этому городу, для тех людей, которые еще не знают Бога, которые еще живут в страданиях во тьме, Господи. Взращивай нас, Господь, любовью Своей, Словом Своим, Господь, чтобы мы все тут стоящие стали зрелыми людьми, способными, Господь, быть служителями Нового Завета, чтобы распространялось Твое Царство. И сегодня нашего пастора нету, Ларисы, нашей сестры, ее супруги нету здесь. Они во Владивостоке потом поедут на собор в Москву и потом в другую церковь. Господи, мы как церковь сейчас соглашаемся в молитве единства и благословляем нашего пастора Алексея Александровича и нашу сестру Ларису Леонидовну, Господи. Пусть каждое его хождение, Господь, любовь
что Ты обязательно по их приезду Ты высвободишь слово для новой жизни, для нового времени, для нового сезона. Во имя Иисуса Христа мы ожидаем это. Отец Небесный, также мы сегодня молимся за наш город, ибо мы когда-то были рождены в разных местах, Господь, в разных городах, даже в разных республиках, Господи, в деревнях, селах. Но мы в это время, здесь и сейчас, собраны на этом месте перед лицом Твоим, ибо в нас есть призвание молиться за этот город, в который Ты поселил нас. И мы сейчас соглашаемся молитве, молимся о благосостоянии нашего города, чтобы наш город процветал, чтобы люди жили в радости, в избытке, Господь, и чтобы они знали Тебя. Самое главное это, чтобы люди познали Тебя как Бога спасающего, как Бога, дарующего надежду вечной жизни. Благодарим, также благословляем нашего президента, мэра города, Господь, и всех, кто трудится во благо народа, во благо города. Слава Тебе, Господь! Во всем да будет воля Твоя, благая, угодная и совершенная. Также, Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Любовь Николаевна будет делиться Словом. Мы верим, Господь, и очень ожидаем, что это Слово есть хлеб от небес. Настоящий живой хлеб, без никаких примесей, Господь, человеческой мудрости. И Ты через Слово, которое будет высвобождаться через Любовь Николаевну, Ты будешь обязательно действовать и что-то делать в нашей жизни. Мы это ожидаем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. И сейчас я попрошу драгоценную сестру Жанну помолиться за детей. Дети маленькие и большие. Приходите, подойдите. Где наши основные, которые Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это прекрасное утро. Когда мы проснулись живые и здоровые, Господь. Аллилуйя, за Твою защиту ночью, за Твою защиту повсеместно и всеместно, Господь. И везде, Господь, мы чувствуем Твою защиту. Аллилуйя, слава, слава Тебе, Господь. Мы благодарим, что Ты изливаешься через нас на наше окружение, где бы мы ни находились, в семье, на работе, Господь, просто на улице, Господь. Аллилуйя. Изливайся и дальше, Господь, чтобы мы могли нести Тебя, чтобы мы могли отражать Тебя, Господь, Твой образ, Господь. Аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Мы хотели дальше углубляться, простираться к Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Благодарим за все, что у нас есть, Господь. Благодарим Тебя за это прекрасное наследие, которое стоит пред Тобой, Господь. За тех, кто не смог прийти, Господь, но мы тоже за всех благодарим детей церкви, Господь. За всех детей, которые в наших церквях, в нашей республике, Господь. Ты сказал, что мой дом и я, и мой дом буду служить, Господь, Тебе. Мы крепко стоим на Твоем Слове, Господь, и мы провозглашаем, что эти дети, что наше наследие в свое время примет Тебя, Господь, будет еще больше простираться к Тебе и углубляться в Тебя, что это будущие воины Твои, Господь, что через них Ты будешь изливаться, Господь, на все окружение, в котором они будут находиться, Господь. Пусть они будут слышать Тебя, пусть у них будут открыты духовные глаза и уши, Господь. Аллилуйя. Пусть они будут крепкими, Господь. Пусть их окружают только правильные люди, Господь, чтобы они понимали, где правильно, где неправильно, Господь. Чтобы они уже влияли на свое окружение, Господь. Аллилуйя. Мы провозглашаем, что это наши дети, что это Твои дети. Мы благодарим Тебя за этот подарок. Пусть в свое время все дары, которые Ты дал, Господь, раскроются в полной мере, Господь. И это будет церковь живая, Господь. Аллилуйя. Что они будут нести Твое Слово, Господь, на землю эту. Что они будут молиться, что они будут евангелистами, что они будут учителями, Господь. Аллилуйя. Вся слава за эти прекрасные сердца, Господь. За эти открытые сердца. Аллилуйя. За это будущее наших церквей, Господь. Вся слава Тебе. Аллилуйя. Благодарим.
благословляем Твоим именем. Аминь. Аминь. Слава Богу, через некоторое время из них поднимутся служители. Сегодня мы видим, это наши драгоценные братья и сестры. Давайте сейчас другая часть нашего служения, завета с Господом, это служение десяти. И я попрошу нашу драгоценную сестру Настю поделиться коротко словом. Молитва, да, молитва. У нас, если кто-то есть, недавно кто пришел в церковь, служение десятин – это часть завета с Богом. Когда верующие люди из-за любви и благодарения приносят свои десятины в храм Божий. Потому что из того, что мы приносим дары Богу в виде финансов, мы начинаем строить наше здание, у нас есть стулья, мы можем теплее, и как вот горят лампочки, мы за это тоже платим, да? Это наш дом, это наш духовный дом. У нас есть вода, у нас есть пища духовная, физическая. И мы благословляем вас, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело, потому что доброхотно дающего любит Бог. Да, абсолютно верно. Настя, давай помолись. Давайте встанем все и помолимся за приношение, которое в сердце каждого Бог положил принести. Господь, мы благодарим Тебя, благодарим за Твое обеспечение, которое Ты даруешь нам в нашей жизни. Спасибо, Господь, что Ты не оставляешь нас, как бы сложно и тяжело не было, Господь. За Твои финансы приходят. И мы, спасибо, что сказал, что доброохотно дающего любишь Ты. Мы отдаем эти финансы в Твои руки, Господь. Благодарим Тебя, Иисус, за все, что Ты даруешь в нашей жизни. Пусть, Господь, каждого, кто дает, Ты восполнишь в 10 и в 100 раз, Господь. Пусть никто не будет нуждаться. Боже, спасибо Тебе за Твои благие дела, за Твои дары, Господь, за Твою благость. Мы благодарим Тебя, что Ты не оставляешь нас. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Спасибо за каждого человека, который приносит даяние. Скоро у нас по бокам на стенах будут светильники. Мы копим деньги на светильники, и это будет где-то 65 тысяч стоить за светильники. Мы еще должны накопить на ковровое покрытие. Это будет стоить где-то 300 с хвостиком. И мы думаем, что Господь будет благословлять, обильно благословлять. И у нас к Новому году мы будем уже вступать по мягкому ковровому покрытию. Вы верите в это? Аминь. Да будет так. И сейчас я микрофон передаю Любовь Николаевне. С приездом вас, Любовь Николаевна. Спасибо. Добрый день, драгоценные. Даже, кажется, здание стало больше и выше. Да? Чувствуете, какой-то простор появился? Слава Господу! Все меняется снаружи, значит, я верю, что меняется, главное, все изнутри. У нас. Все меняется. Все должно быть красиво у Господа. Сегодня у нас такая серьезная тема — высвобождение силы крови Иисуса Христа. Чтобы что-то реально начало действовать в нашей жизни, то есть оно проявлялось физически, недостаточно об этом только прочитать в Библии. Но нужно эту тему изучить и получить откровение. Если бы я спросила, что делает кровь Христа, ее функции, то, конечно, я не сомневаюсь, мы бы сообща сейчас перечислили основные функции. Но я думаю, что под этим перечислением мы полную картину, конечно же, не получили. Поэтому сегодня я предлагаю нам с вами углубиться немножечко в эту тему, потому что тема эта основополагающая.
как я считаю, точно так же, как и тема креста. Основополагающее Евангелие, я имею в виду. И мне пришло такое размышление вот над этим словом, что такое понимание, что кровь – это продолжение Голгофского креста. Это следствие креста, это главный итог креста. Так как пролитая кровь, она не исчезла, излившись просто в физическую землю, пропитав ее. Но ее действие, грандиозная работа продолжается как в духовном, так и в физическом мире. Скажите, пожалуйста, где в Библии впервые мы видим пролитие крови? Так. Слышал, говорят, да, Каин, кто-то еще Деяние говорит. Вот, правильный ответ. Когда произошло грехопадение Адама и Евы? И нужно было покрыть их грех. И Бог что сделал? Он убил невинных животных. Животное убил. И сделал Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Слово «кровь» мы там не встречаем, но смысл понятен. Как написано в Евреях 9:22, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Священники Ветхого Завета почти все окропляли кровью. То, что не окроплялось кровью, они что делали? Помазывали елеем. И они совершенно верили в силу крови, что делать? Очищать, освобождать, защищать. Но в Ветхом Завете вы помните, что кровь животных, она сколько времени действовала? Правильно, 1 год всего. А кровь Иисуса, кровь Христа имеет вечное действие. Об этом написано в Евреям 9 главе 12 стих. Мы не можем вывести на экран, поэтому я просто скажу, что Христос, Он, как первосвященник, со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел для нас вечное искупление. Искупление. Своей кровью Он приобрел нас, церковь, как написано в Деянии 20:28. Драгоценные, уже только вот эти перечисленных мест Писания достаточно, чтобы погрузиться в эту тему и изучить все о крови Христа. Ведь любой грех, как известно, он наказывается чем? Смертью. Римлянам 6:23 все знают. Возмездие за грех – смерть. Избежать смерти может только одним путем в одном случае. Каком? Быть без греха. Быть безгрешным. А это невозможно. Это невозможно без Христа и Его крови. Вы только что сказали, что Он смывается грех только кровью. И к тому же мы знаем, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Вы замечательно, что знаете Писание, цитируете. И мы рождаемся, люди все рождаются с греховной природой Адама. В Бытие 3 главы мы сказали, что пролита была кровь животного. А уже в 4 главе Бытия, это же начало Библии, уже проливается физически кровь человеческая. Вот здесь как раз Каин убивает Авеля. И кровь проливается. Но как вы думаете, была ли пролита кровь в вечности? То есть до того, как был сотворен человек. Не было, конечно же. Иисус был заклан как агнец до создания мира. В Откровении 3:8 об этом написано. А что это значит? Что кровь, она предсуществовала перед творением. Что кровь от заклания Христа была пролита до того, как был сотворен человек. Кровь пришла к нам из вечности. И она возвратилась в вечности, пройдя круг. Потому что все от Него и к Нему. Римлянам 11:36. Как это произошло? Иисус, когда Он был на земле, и когда Его поразили Его руки, ноги, Бог, одели венец терновый, когда Его били, просто истязали, Он пролил свою физическую кровь.
Но после того, как Он воскрес, после воскресения Он зашел куда? На небо, в истинную скинию, устроенную и сотворенную Богом, а не человеком. И Он зашел со своей истинной духовной кровью, которую Он поместил на престол милости, престол благодати, престол Божий. До Христа при освящении храма Голгофы проливал кровь жертвенных животных, Он кропил крышку ковчега завета, помните, да? Крышку кропил. Иисус после воскресения сделал окончательное кропление. Окончательное, больше там делать не надо. Иисус пригубил искупление всех грехов, всех людей во все времена. Он приобрел право быть нашим первосвященником. Аминь? Аминь. Но эта духовная субстанция крови, она не была в таком виде, как мы понимаем, красная жидкость у нас. Мы говорим о крови Отца, которая была передана Сыну, и она выглядела как свет. Как свет. А так как кровь имеет вечную природу, то и влияние ее какое? Вечное. Ценность, важность, значимость вечные. И последствия также вечные. Высвобождая кровь Христа или принимая ее, мы с вами должны понимать, что же происходит в духовном мире в этот момент. И что содержит кровь Христа. Что же мы высвобождаем? Что? Помните, было строгое указание евреям не употреблять кровь. И были даны четкие пояснения, почему это делать нельзя. Очень много мест Писания есть. Зачитаем мы буквально из Левита 17 главы. Я вам зачитаю, так как нету на экране. Левитам 17:10. Если кто из дома Израиля и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю его из народа ее. Почему? Почему? В 11 стихе написано, почему так случится. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Вот назначение крови. Читаем 14 стих. Ибо душа всякого тела есть кровь его. Она, душа его, потому я сказал сынам Израиля, не ешьте крови ни из какого тела. Потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. Драгоценные, смотрите, душа, которую вы слышите, душа, вот в этих местах, она, это еврейское слово психи. Основное значение этого слова – дыхание и жизнь. И второе значение – душа, душевные свойства, характер, нрав, сознание. Смотрите, у нас слово это психи переведено как душа, а лучше как жизнь. Душа, она не материальна. Или материальная? Мы можем ее потрогать? Нет, конечно, она не материальная. Это духовная субстанция, точно так же, как и дух. Жизнь тела в крови, то есть телесная жизнь в крови, но наша душа не в крови. Поставьте слово «жизнь» дома, не спеша, вместо слова «душа». И вы прочитаете немножко по-другому. Свидетели Иеговы верили, что душа человека в крови, и поэтому считали, что грех быть донором, переливать кровь и так далее. Мы с вами привели примеры из Ветхого Завета. Да, Левит это же Ветхий Завет, и Ветхий Завет. А что же написано в Новом Завете? Мы-то с вами в Новом Завете живем. Что написано в Новом Завете? Можно принимать кровь и изделия из крови или нет? Какие есть мнения? Кто-то говорит, можно. Все согласны, да? Есть сомневающиеся. Вы знаете, я знаю, что есть согласие по этому вопросу. И те, кто говорит, что можно принимать кровь в пищу, стоят так же, как бы на Слове Божьем. И чаще всего цитируется Римлянам 14 глава. И некоторые стихи я прочитаю все-таки, для того, чтобы было более полное понимание. Смотрите, Римлянам 14 глава, мы прочитаем 3, 6 и 14 стих. 3 стих. Кто ест, не уничижает
того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Первое место. 6 стих. Кто ест, и Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, и Господа не ест, и благодарит Бога. И 14 стих. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающего что-либо нечистым, тому нечисто. Драгоценные, что касается любой некошерной пищи, нечистой пищи, то да, и они употреблять верующим в Новом Завете можно. Мы же с вами едим рыбу без чешуи. Едим? Пример. Едим. И мясо животных, у которых копыта не раздвоены. Едим? Едим. Но что касается крови, в Писании однозначно утверждается противоположное. И есть запрет на употребление крови. Не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Притом повторяется это слово 3 в Новом Завете. А что значит повторяется 3? Это то же самое, что при 2 или 3 свидетелях будет твердо всякое слово. То есть это не надо нам сомневаться, если 3 повторяется. Что это за слово? Что это за слово? Вы знаете, оно написано, оно почти не изменено, оно почти процитировано в 3 местах Писания. Деяния 15 главе 20-29 стих и Деяния 21 глава 25 стих. Я прочитаю последнее это место. «А уверовавших язычников мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя, первое, от идола жертвенного, второе, от крови, третье, от удавленной и 4 от блуда. Перечислены 4 вещи, от чего нужно себя хранить, и одна из них – кровь. Никто этого запрета не отменял. Во всяком случае, в Писании этого мы не видим. Если кто-нибудь найдет, покажите мне его. Вот просто покажите. Кровь и кровяные изделия Библия запрещает есть. И мы посмотрели, почему. Итак, телесная жизнь человека в крови человека. Если человек теряет кровь, что? Он умирает физически. Это, я думаю, всем понятно. Это человеческая кровь. А что же тогда есть в крови Иисуса Христа, нашего Господа? Что в крови Иисуса Христа? Знаете, тоже жизнь. Но какая? Это вечная, духовная, Божья жизнь. Поэтому, высвобождая кровь Христа, мы высвобождаем эту духовную жизнь. Зоя на греческом и хай на иврите. Это слово звучит. Кровь и жизнь, они взаимосвязаны. 54. «Ядущий мою кровь и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это нужно взаимосвязать в голове, прокрутить. Таким образом, характеристики, которые присущи вечной жизни, они присущи и крови Иисуса Христа. Поэтому эффект крови грандиозен. Повторю, высвобождая кровь Христа, мы высвобождаем Божью жизнь, а значит и все, что эта жизнь содержит. Прежде всего, это силу мы высвобождаем жизни, не перестающей, бесконечной, неразрушимой. Представляете, что мы высвобождаем? Это значит, мы высвобождаем с кровью искупление, очищение, оправдание, освящение, спасение, освобождение, божественный иммунитет, божественное здоровье, исцеление, восстановление, обновление, регенерацию и так далее, и так далее. Как все перечисленное можно назвать иначе? Как это можно назвать? Вот так, правда? Это то, что сделано Христом где? На кресте. Это завершенная, запечатанная работа Христа в крови. Я такую паузу сделала, что вот пошло. Господи, запечатай просто. Это запечатанная работа. То, что на кресте, она в крови, она запечатана там. Никто не может остановить действие крови после того, как она была высвобождена, а кровь была пролита. Она не осталась в Иисусе, она была пролита. Никто не может разрушить кровь. Поэтому
так как из ран уже текла кровь. И это вечное действие не остановить. И над этим нужно размышлять, получить откровение. В крови также есть божественная безопасность. Высвобождая кровь Иисуса Христа, мы высвобождаем ее тоже. Помните, ангел смерти в Египте не мог прикоснуться к крови, потому что она несла жизнь. И не мог войти вовнутрь домов, где было на косяках эта кровь. Почему? Потому что кровь Агнца предотвращала его вход. Конечно же, не просто физическая кровь, того физического Агнца, которые закололи евреев. Такая кровь, она не имеет силы остановить ангела смерти, просто как кровь. Но это была кровь, как прообраз крови непорочного и чистого Агнца, нашего Господа Иисуса Христа. И она была нанесена как? По вере и в послушании. Им же было сказано нанести. Они же не просто сами с тобой сегодня сделали. По вере и в послушании. Поэтому такое действие крови. Кровь Иисуса Христа, она способна предотвратить смерть. Когда мы, уверовавшие, умираем, за нами придет не ангел смерти, чтобы нас забрать с этой жизни. А кто за нами придет? Ангелы Божьи, чтобы забрать нас в небесные сферы. Кровь Агнца, она смывает наши грехи. Она освобождает нас от них и покрывает нас, и защищает нас. Слово, приведенное, которое было в Левитам 11 главе, все читала, очищает душу, да, имеет также значение, очищает, да, помазывает, покрывает, умилостивляет, искупляет вину. То есть держите себя в сознании истину, что наши жизни, они покрыты кровью Божьего Агнца. У кого есть Библия, откройте, я зачитаю, Галатам 6 глава, 17 стих. Впрочем, никто не обогащайся меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Это пишет апостол Павел. О каких язвах он пишет? Что это за язвы он пишет? Господа носит на себе. Там язва, слово стигма. Это имеет тоже два значения. Админка, знак ему, и второй рана, язва. То есть апостол Павел пишет, что он носитель крови Христа на своем теле. В духовном мире мы с вами, драгоценные, уверовавшие в Господа, также являемся носителями крови Христа на своем теле. Мы ведь были распяты с Ним. С Господом с ним были? Были. Мы были распяты в духе, у нас не было физического тела. Как и у Павла, раны у нас идентичные. На руках, на ногах от гвоздей. И многие верующие видят это, видели, было им откровение, было видение, они видели эти стигмы у себя на руках и на ногах. Второй аргумент. Если мы с вами во Христе, то славная надежда Иисуса Христа, как победителя, которая была обогрянена кровью, это мы читаем в Откровении 19:3, она присуща и нам. А значит, и кровь Иисуса Христа на нас и на нашем облачении. Вот так нас видит духовный мир. И третий аргумент. Если Христос является нашим Господом, Господом нашей жизни, да, тогда косяки наших дверей, косяки чего? Наших сердец, да? Наших сердец, они тоже помазаны Его кровью. И эта кровь не только для прощения грехов, но также для защиты и для охраны против всех разрушающих сил дьявола. Таким образом, кровь Христа на нас, понятно, да? Я привела аргументы. На нас и кровь Христа в нас посредством Святого Духа и Слова. И только по этой причине, драгоценные, что мы являемся носителями крови Христа, мы можем с вами смело идти во святое святых престолу благодати, чтобы получить что? Милость и благодать для благовременной помощи. Совершенно верно. Евреям 4:16, да? Мы бы не получили доступ к Отцу, если бы не кровь Иисуса Христа. Никто не приблизился к пушечной выстрелу без крови Христа. В крови Христа находится также всеобъемлющая
милость, Его благодать, Божье благоволение и также суды Божьи. Высвобождая кровь, мы высвобождаем милость, благодать, благоволение в адрес кого? В адрес родных, близких, друзей. Но против наших врагов и агентов дьявола мы высвобождаем через кровь суды Божьи. Знаете, драгоценная, кровь, она имеет голос, и она говорит. Я думаю, вы об этом знаете. Потому что написано, что кровь Авеля, она взывает к восстановлению и справедливости, да? Взывает кровь. Кровь Иисуса Христа, кстати, все имеет голос. Кровь Иисуса Христа имеет самый могущественный голос. И в Евреям 12 главе, 22 по 24 стих написано, к чему мы приступили. И в 24 стихе читаем: «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови крапления, говорящие лучше, нежели Авеля». Кровь Господа, она говорит лучше, чем человеческая кровь. Высвобождая кровь, мы высвобождаем ходатайство Иисуса Христа. Потому что Он ходатай Нового Завета. Когда мы высвобождаем голос крови, она начинает говорить кому-либо или чему-либо. Она свидетельствует через этот голос обо всем. О чем она свидетельствует? Кто есть Иисус Христос, что Он имеет и что Он сделал. Кровь говорит ко всему, к проблемам, болезням, ситуациям, пространству, времени, обстоятельствам, врагам. То есть суд высвобождает, да? Нашим близким, когда высвобождается жизнь, милость, Дух Нового Завета и так далее. Понимаете, кровь, она говорит. Откровение 12:11. Известное местописание. Они победили его чем? Кровью Агнца и словом свидетельства своего. Совершенно верно. И не возлюбили души своей даже до смерти. Они победили его. Кого? Дьявола, роли обвинителя, прокурора, там, судебного исполнителя. Победили. Победили его чем? Кровью Агнца и словом свидетельства своего. То есть они должны были высвободить через свои уста слово свидетельства. Свидетельство о чем? О крови Агнца драгоценные. Они должны свидетельствовать о том, что кровь сделала для них лично согласно Слову Божьему. Только таким образом, только так мы побеждаем сатану. Как? Еще раз скажу. Устами своими говорил истину Слова Божьего о крови. Недостаточно знать о крови. Надо задействовать уста. Хотя в духовном мире кровь Иисуса имеет голос. Сама по себе, да? Мы своими устами предоставляем ей этот голос. И еще по этой причине так важно держать уста в чистоте. Помните, мы недавно говорили слово о чистоте уст. Таким образом, кровь Иисуса – это оружие. И она разрушает обвинение дьявола против нас. Посредством этого оружия, то есть крови, мы можем освобождать, покрывать и защищать не только самих себя, но и кого? Но и других. Но и других можем. Но это оружие, оно будет активно не всегда. Есть условия, которые мы здесь читаем. Если мы не возлюбим души своей до смерти. Что это было, конечно, физический акт такой, но что оно значит для нас сейчас, духовно? Духовно, что значит не возлюбить души своей до смерти? Это если мы не возлюбим души, жизни, вернее, душевной ради жизни духовной. То есть душевную не поставим на первое место. Это если мы не будем следовать своим эгоистическим каким-то амбициям, своим желаниям, отвергнем себя, смиримся, срастремся со Христом. Если мы будем высвобождать кровь Иисуса Христа по своим душевным импульсам, убеждениям, побуждениям, по своему произволу и своему хотению,
то это действие, увы, оно не будет иметь никакой силы. Потому что кровь, она всегда работает вместе с Духом Святым. Запомните, это кровь всегда работает вместе с Духом Святым. Дух переносит кровь, и Дух высвобождает кровь. Поэтому кровь Иисуса будет работать только тогда, когда мы будем высвобождать ее из своего Духа, находясь в Духе Божьем, в послушании Слову Божьему. Я понимаю, что не так просто эти истины вот так вот сразу вот так вот вводить с одного раза, потому что каждое предложение, оно имеет смысл. Поэтому я думаю, кто захочет, переслушает. Мы пойдем дальше. Если же мы, но я верю, что все-таки сейчас Дух Святой работает, и вы что-то в Духе ухватываете. Если же мы находимся в осознанном грехе, в непослушании Богу, то кровь Иисуса не будет работать, как магическая субстанция. Мы можем освобождать, конечно, кровь Иисуса на свои финансы, вот. Но если мы жадные, нещедрые даятели, если мы не даем десятину по любви, из почтения Господу и к Его святым, то не стоит нам ожидать, что это провозглашение, если мы сейчас высвободим, да, про Христа, оно будет иметь действие, и наши финансы, наша финансовая сфера, она начнет процветать. Чтобы кровь Иисуса эффективно применять и освобождать, это надо делать специфически для специфических сфер. Задействовать ее можно во имя Христа. Во имя Господа Иисуса Христа, согласно Его Слову. И мы имеем с вами счастью, по благодати мы имеем эту власть высвобождать кровь Христа через кого? Через Иисуса Христа, как через грех. Почему? Потому что Иисус Христос где? В нас. А мы где? В Нем, на небесах. Вот. Он в нас, и мы в Нем. То есть мы можем высвобождать. Никакой неверующий кровь Христа не может высвободить. Она высвобождается только через Иисуса Христа, как через веру. Только. И сейчас, дорогие, я хочу вам предложить разобрать одно очень важное место Писания. Это 1 Иоанна, 5 глава, 7 и 8 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 7 и 8. У кого есть Библии, откройте. У кого нет, я зачитаю, но вы держите его в уме. Сейчас я буду немножко рисовать, попробую. Ибо 3 свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сие 3 суть одно. Драгоценная, я врач, и почерк у меня врачебный, поэтому сразу прошу прощения, что оно может быть не так красиво. Тем более я не планирую рисовать, но мне как у вас тяжеловато воспринимать. И они написано суть, что одно. Одно. Это единый Бог. И 3 свидетельствуют, я зачитала, нет, наконец-то? Зачитала. И 3 свидетельствуют на земле. Зачитала? Да. Кто у нас на земле? Дух, вода, это же равно слово. И 3 кровь. И они действуют кровь. И они действуют в единстве. Единстве. Смотрите. А в чем они действуют единственно? В чем? О чем они свидетельствуют? Они свидетельствуют об Иисусе Христе. Это все. Почему? Слово – это что? Это Логос. И это Иисус Христос. Согласны? Согласны. Вот об Иисусе Христе они и свидетельствуют.
все три. И Иисус Христос, Он пришел духом, водой и кровью. И Он отдал свой дух, Он отдал слово, воду, и Он отдал кровь. Да? Он отдал. Смотрите, и есть взаимодействие между ними всеми. Это не просто, они взаимодействуют все. Вот если, можно взять другую, вот так вот отойду, вот так вот отойду. Есть взаимодействие. Смотрите, вот у нас с вами есть? Есть. У нас есть вода и слово? Есть. И у нас есть кровь. Да? Есть. А что вообще, скажите, объединяет вот, дух, слово, воду и кровь? Что объединяет? Они являются носителями жизни. Носители жизни. Дух – это дух жизни? Дух жизни. Вода – это вода жизни. В слове так и написано – вода жизни. И дух – это вернее, и Дух Святой, Он носитель. Носитель. Вот так напишу носитель. Носитель крови Иисуса на земле. Смотрите, как они взаимодействуют не только вот так, по горизонтали, но они взаимодействуют и по вертикали. Отец – это Дух? Дух, конечно, Бог есть Дух. И Он связан с Духом. Дух связан с Духом. Соединяйся с Господом, есть один Дух с Господом. Связан с Духом. Слово, Христос, Логос, связан со Словом. Со Словом, с водой. И Дух Святой, как я сказала, носитель крови на земле Иисуса. Вот такая взаимосвязь. И это драгоценное, очень важно понять. Сейчас объясню, почему это важно. Я положу. Короче, простите за первое художество безобразное, я сейчас стараюсь лучше. Так. Сейчас пропущу немножечко. Значит, мы видим эту взаимосвязь, которая, она действительно существует. Для чего нам это с вами важно понять? Чтобы ясно осознать, что нельзя нам с вами, драгоценными, в суете душевно призывать кровь Иисуса Христа. И чуть что, как манту, пытаться высвобождать ее куда попали. Кровь тебе, кровь тебе. Нельзя так делать. Нельзя разрывать эти субстанции. Они в единстве работают. Дух, кровь, слово и имя Иисуса Христа, они идут вместе и работают вместе. И это истина. Высвобождать кровь Христа нужно с правильным сердцем, благоговейно, с почтением, относясь к ней как к чему? Как святыне Господней. Всегда помни, что не почитающий кровь за святыню ждет наказание. Евреям 10:29 прочитайте на ночь. Когда слова Отца в виде, я надеюсь, это понятно, да? Когда слова Отца в виде силы воскресения сошла, слава Отца в виде силы воскресения сошла на Иисуса, то мгновение ока преобразилось, как его тело, так и его кровь. Что же произошло? Тело стало духовным телом славы, телом воскресения. Свет, жизнь и сила воскресения вошли в тело Иисуса и стали этим телом. И хотя тело Иисуса было духовным, стало, и он мог проходить, помните, сквозь стены, стать невидимым, перемещаться как свет, трансформироваться, принимать различные формы. В то же время тело сохранило и определенные качества земного тела Иисуса. И его можно было потрогать, вложить персты в раны, даже предложил. Его можно было видеть. И тело имело в себе таким образом и материальность, и духовность. Эти качества, материальность и духовность совместились после воскресения, и это великая тайна. Кровь также преобразовалась, и она стала духовной.
субстанцией света и жизни. Кровь стала такой, какой она была на небесах вечности. Она стала светиться. Это свет. Кровь драгоценная, она связана со славой. И таким образом, когда мы высвобождаем кровь Иисуса, мы высвобождаем что? Жизнь Божью, свет, силу воскресения и славу Божью. Мы так много говорим о крови. Скажите, кровь на иврите это слово «дам». «Дам». Оно состоит всего из двух букв. Каких? «Далит», что означает «дверь», «вхождение», «выхождение», «портал», и «мем». Это кровь, слово, вода и массивная сила. Поэтому, когда мы свидетельствуем, говорим о крови Христа, через дверь, кто есть Христос, высвобождается. Это массивная сила слова, крови и воды. Когда мы свидетельствуем о крови Христа, вот эта массивная сила высвобождается. Что еще Писание говорит о крови? Что кровь – это знамение на небесах и на земле. В Иеремии 2:30 там написано, какие знамения Господь покажет. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма». Драгоценное, это не о войне, это не каких-то взрывах ядерных, это об излиянии Святого Духа и как результат излияния о сверхъестественном его влиянии через церковь. Огонь и дым, они символизируют что обычно? Суды, жертвы, крещение, славу Божию. Со всем этим связана и кровь Христа. Скажите, трудно воспринимается? Но я думаю, что не совсем легко. Я как думаю, что не совсем легко воспринимается с первого раза. Но не говорить о крови невозможно. О ней нужно говорить, и нужно когда-нибудь слышать для того, чтобы задуматься и начать привлекать. Поэтому, драгоценные, кого начало молить на сон, просыпайтесь, взбодритесь, противостройте во имя Иисуса Христа, призовите кровь Иисуса, и чтобы сила пришла во имя Иисуса. Давайте я немножко нам уже дойти все-таки и эту тему осознать до конца. Кровь, текущая в нас, есть также субстанция информационная. Она несет информацию ко всем органам, ко всему телу. В крови записана и хранится вся информация из рода в род, передается через кровь наследственные и генетические родовые особенности. Кровь, она субстанция духовная. И приняв в духе кровь Христа, меняется состав нашей физической крови. Мы же говорим, что у нас кровь Христа, да? Говорим. Мы принимаем ДНК Христа. И это все происходит как? По вере и через причастие. Мы с вами уже коснулись многих аспектов крови. Но это не все. Кровь Христа является фундаментом Нового Завета. Высвобождая кровь Христа, мы высвобождаем Дух Нового Завета, Дух Христов. Во время вечери с учениками своими Иисус сказал, что Его кровь – это что? Кровь Нового Завета. И Новый Завет в Его крови. Вот мы с вами плавно подошли к причастию. Теперь понятно, почему причастие мы сегодня также будем принимать. Не только в первое воскресенье месяца, как обычно. Причастие – это таинство. И если мы будем делать его правильно, осознанно, то будет приходить сила, здоровье, долголетие. А если неправильно будем участвовать в этом действии, то можно, наоборот, даже заболеть. Не у всех, к сожалению, есть откровение и правильное понимание касательно вечери. Поэтому прочитаем сегодня основное место Писания еще раз. Вы знаете, что значит еще раз? Да сколько надо, то мы будем читать, хоть каждый день, пока вот оно не станет нашим словом, пока оно не оживет для нас, не станет откровением. 1 Коринфянам 11 глава, основное место, с 24 по 30 стих. Жалко, что не работает у нас проектор. Я надеюсь, что в следующее воскресенье, возможно, уже все заработает, и
и тогда будет легче глазами воспринимать, не только на слух. Ну, давайте я зачитаю. Поэтому носите пока с собой Библию в электронном, печатном варианте. 24 стих. «И возблагодарил Иисус, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в моем воспоминании». Также и чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в моем воспоминании. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Но не рассуждай о теле Господнем. 30. Оттого многие из вас немощные и больные, и немало умирают. Хочу обратить внимание на несколько моментов. Первое. Хлеболомление связано с заветом. Иисус говорит: сия чаша есть новый завет в моей крови. 25 стих. Представьте, в крови Христа растворен весь Новый Завет. Все благословения, все обетования Нового Завета в жидком состоянии находятся в нас, потому что кровь Христа где? В нас. Это уже все у нас есть. Второе. Иисус предупреждает, чтобы не просто религиозно, ритуально ели Его тело и пили Его кровь. И при этом спокойно могли думать о чем угодно, о постороннем. Но что мы делали это достойно, то есть рассуждали о теле Господнем. И понимали, что же происходит в этот момент в духовном мире. К какому телу мы с вами причащаемся, драгоценные? Телу Иисуса, который ходил по земле? Или прославленному телу Господа? Аминь. Здесь, в 27-29 стихе, еще раз вы почитаете, ясно написано, что мы причащаемся к телу Господа, то есть прославленному, духовному, воскресшему телу Господа. А это тело наполнено чем? Огнем, светом, силой воскресения. Описание Иисуса Христа после воскресения достаточно в Библии. Поэтому, когда я лично, я думаю, так и вы, принимаю внутрь себя Его тело, хлеб, да, верой на уровне воображения, я не вижу физический кусок хлеба, я вижу огненный свет. И если я так воображаю, то тогда внутри меня происходит то, что должно было происходить. Соединение с телом Господа. То же самое касательно крови. Кровь, то есть реальная субстанция крови, она в духовном мире, как мы уже говорили, что это? Это свет, который сияет, светится. Поэтому и кровь нужно воспринимать точно так же. Мы с вами будем пить недостойно, если не будем верить в силу крови Христа и в победу крови Христа. Принимая это, верьте и понимайте, что вы вкушаете и с кем вы соединяетесь. И третий момент. Иисус в 24-25 стихе прямо говорит, зачем нам нужно есть Его тело и пить Его кровь. Зачем? Мое воспоминание, совершенно верно, мое воспоминание. Это означает, что каждый раз, когда мы во время причастия это делаем, мы должны повторять, как бы внутри себя проигрывать, переживать тот сценарий, который произошел на кресте, и то, что было сделано на кресте. И если мы держим в сознании переживания Христа и Его смерти, то мы таким образом подключаемся к благословению причастия. И тогда активируется новый завет крови Христа. И через Его кровь высвобождаются все обетования и благословения Нового Завета. Понимаете? Происходит активация Нового Завета. Благословение высвобождается. Вот почему, если мы это делаем правильно, приходит исцеление во время причастия. Драгоценные, враг, он знает о силе крови. Он боится крови. Он трясется, трепещет при одном упоминании о крови.
должны научиться принципам высвобождения силы крови в нашей жизни. Итак, чтобы сила крови была высвобождена, и она стала нашим инструментом, она стала оружием оборонительного и наступательного характера, нужно, говорю как итог, откровение о крови Иисуса Христа. Знание, что же содержит кровь, чтобы таким образом пришло понимание, что высвобождается через наше провозглашение и через наше свидетельство о крови Христа. Высвобождать кровь Иисуса Христа нужно не из души, по своим душевным побуждениям, а откуда? Из духа, специфические сферы и ситуации. Высвобождать кровь нужно во имя Господа Иисуса Христа, согласно Его Слову. То есть надо ходить в духе и быть послушанием Слова Божьего. Перечислим с вами каждое закрепление, что мы высвобождаем через кровь Христа. Что мы высвобождаем? Жизнь Христа, неразрушимую, бесконечную. Что мы высвобождаем? Дух Нового Завета, Дух Христов, Новый Завет в крови, то есть все обетования и благословения Нового Завета. Завершенную работу Христа на кресте высвобождаем. Благодать, милость, благоволение Божие по отношению к нашим родным, близким, друзьям, суды Божьи против врагов. Мы высвобождаем Божью славу, свет, силу воскресения, голос свидетельства Иисуса Христа, дух и слово, мощное оружие, огонь и дым, ходатайство Иисуса Христа. Слава Богу за кровь. Она защищает, она освобождает, она очищает. Я подготовила таблицу с основными характеристиками и функциями крови. К сожалению, проектор пока не подключен, поэтому я сброшу таблицу в группе церкви в WhatsApp. Вы сможете ее посмотреть и изучить спокойненько дома. Там не только 7 основных действий, которые производит кровь Иисуса в нашей жизни, такие как искупление, очищение, оправдание, освящение, передача жизни Божьей, ходатайство и доступ к святой святым. Но освящены в табличке и другие функции, и указаны соответствующие места Писания. То есть чем поработать самостоятельно. Я специально упустила в проповеди некоторые пункты из указанной таблички. Почему? Потому что это несложно будет самому открыть Библию и прочитать уже отмеченные места. Я же хотела акцентировать сегодня внимание на другие вещи, которые, может быть, не так лежат на поверхности. Драгоценное, нет ничего, что не смог бы сделать Бог силою крови нашего Господа Иисуса Христа. Примите веру в силу крови Сына Божьего. Без крови Христа у нас нет будущности, у нас нет надежды. Провозглашайте победу крови в своей жизни. И да благословит вас Господь, когда будете изучать эту тему. На этом у меня все. Драгоценное. Сейчас мы примем вечерю. Но те, кто захочет помолиться и высвободить кровь Христа в свою жизнь и жизнь своих близких, можете остаться и уже без видеозаписи, после вечери, только для желающих и присутствующих сегодня как бонус, я поведусь в этой молитве. Поэтому сейчас мы поем вечерю.